Воину-интернационалисту Расулю Аманову вспоминать о событиях, произошедших на афганской земле, нелегко. Да и говорить о кровопролитии и потерях, сдерживая эмоции, просто невозможно. Необъявленная война длилась 9 лет, 1 месяц и 18 дней. Она оставила глубокий, неизгладимый след в душе наших соотечественников. Жестокая война унесла жизни более 15 тысяч солдат, покалечила 25 тысяч молодых людей. 311 человек объявлены пропавшими без вести. Уходит в историю афганская война, но в памяти людей будет жить долго, потому что она написана кровью солдат и слезами матерей. Она будет жить в памяти сирот, оставшихся без отцов. Расуль Аманов был призван в Афганистан совсем юношей. В 1981 году мы призывались в Прибалтику, которые техникой вместе учились. Это Юлдашбаев Салават из села Акяр и Рахматуллин Мухаммед, Баймакского района, деревня Сосновка. Мы вместе с техником 4 года учились, и пограничные войска Прибалтики были. После полгода нас в Латвии собирали первый раз в мангруппу. И так получилось, что мы втроем вместе были. Нас строили, перед строем спрашивали генерали, вот поедете помогать афганскому народу. Мы все говорили, да, поедем. И все мы поехали уже эшелонами в Туркмению, город Кирки. В город Кирки приехали, там нас вооружение подготовили. Мы в декабре через 7-ю заставу ворота открыли, уже мы поехали уже в Афганистан. Позже на афганской земле Расуль Салаватович встретил еще одного земляка – сибайского Вадима Назарова. Солдаты, призвавшиеся из Башкортостана, достойно выполняли интернациональный долг. Ни один из них не запятнал честь Родины. Расуль Аманов был наводчиком КПВТ на БТРе. Его земляки назначены командирами отделения. Все они прекрасно понимали, что долг нужно выполнять беспрекословно. Около города Анхой мы окопались, землянку рыли. 1,5 года на землянке жили. Никто нас не учил, мы сами уже как-то офицеры у нас хорошие были. Мы троем постоянно операции ездили. Год мы уже почти месяц служили, поехали операции. У нас первый погибший был, тоже из Башкирии, тоже в засаду попали. А так у нас офицеры хорошие, у нас дисциплина хорошая была. Солдаты достойно прошли через все испытания афганской земли, будь то потери товарищей, жара и ранения. Операции постоянно ездили, колонны сопровождали, Маймане, Мазар-и-Шариф, много постоянно ездили. 1,5 месяца-2 на операции постоянно. У нас погибших мало было вообще. Раненых много, но погибших. Потому что в то время пограничные войска очень выбирали не всех. Там очень трудно было тогда попасть в пограничные войска. Но мы гордимся, что мы попали в пограничные войска и выдержали 1,5 года в Афганистане. После службы, длившейся 1,5 года, Расулю Аманову посчастливилось вернуться домой живым и невредимым. С честью выполнив долг перед Родиной, Расуль Салаватович начал налаживать свою жизнь. После армии я в деревне жил. В деревне не так уж так, обеспечение так. Но в городе потом приехал. Я работал в ВКонтакте. Бадальян Юрий Леонидович. Он нам очень помогал, афганцам. У нас 3 работали в ВКонтакте. Он всем квартиру дал, спасибо им большое. Это от человека зависит. Если ты дома сидишь, у государства спрашиваешь, он не будет давать тебе ничего. Надо самому ходить надо. Везде надо ходить, в школах надо. Если будешь ходить, пожалуйста, так нигде не отказываются. Наоборот, уважают. Глядя на Расуля Аманова, можно с уверенностью сказать, что он счастливый человек. С супругой Нурией Гусмановной живут душа в душу четверть века. Вырастили и воспитали 2 дочерей. Прими благодарность войны ветеран, войны, охватившей Афганистан. Войны, что непрошенной в гости пришла. Войны, что по жизни, по сердцу прошла. Свой воинский долг ты исполнил, солдат.
и вместе со всеми ты очень был рад. К дню вывода войск, возвращению домой, ты в той мясорубке остался живой. С днем вывода войск тебя поздравляем, здоровья и счастья мы дружно желаем. Пусть будет в судьбе твоей мир и покой и чистое небо над головой. Ну, от всего сердца желаю всем ветеранам горячих точек, крепкого здоровья и благополучия в семьях. Ну, конечно, у меня есть чувство гордости. Я рада, что он вернулся живым, здоровым. Я горжусь как своим отцом, что он отдал свой долг перед своей родиной. 27 лет прошло с тех пор, как закончилась афганская война. Радует, что прошедшие через военное лихолетие мужчины живут полной жизнью, остаются верными родине. Именно благодаря таким, как Расуль Аманов, можно жить спокойно, зная, что есть у страны настоящие защитники. Луиза Мустафина, Дамир Хайбулин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.